Лекция по Шримад Бхагаватам, первая песня, первая глава, текст первый, прочитанный Его Божественной милостью Ачья Бхактивидантой Свами Прабхупадой в феврале 1972 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Ом намо Бхагавате Васудевая. Джанмадасya jatu annaya ditaratasarthi avijñā sarāt. Teni brahma rida ja adi kavai muhyanti ja suraya. Tija bari midang jatha vinimayo jatra tisargam nisha. Dhamna sena sada nirasta kokang sattang param dhimai. This is a prayer offered by Srila Vyasadeva. Это молитва, которую вознес Шрила Вьясадева перед тем, как написать Шримад Бхагаватам. Он выражает свое почтение Бхагавате Васудеве. Бхагавате означает Верховная Личность Бога. Под именем Васудева Господь Кришна явился как сын Васудевы. Поэтому его называют Васудева. Другое значение — всепроникающий. Он присутствует повсюду. Итак, Васудева, Верховная Личность Бога, источник всего. Джанма значит творение. Это материальное творение исходит из Васудевы. Джанма Ади означает творение, поддержание и разрушение. Все, что есть в этом материальном мире, имеет три аспекта. Все творится в определенный момент, существует определенное количество лет, и затем разрушается. Это называется Джанмадьяся. Итак, все происходит из Верховной Личности Бога. Космическое проявление также исходит из Него. Оно держится на Его внешней энергии. То есть оно поддерживается Его внешней энергией. И как в конечном счете все материальное, оно разрушается. Итак, после разрушения эта энергия погружается в него. Эта энергия исходит из него, поддерживается его энергией, и снова, когда она уничтожается, она погружается в него. Так происходит творение, поддержание и разрушение. Так теперь вопрос в том, какова природа этого Верховного Источника? Материя или живая сила? Бхагаватам говорит, это не может быть материей. Ничто не может само возникнуть из материи. У нас нет такого опыта.
До тех пор, пока за материей не будет живой силы, творение не произойдет. У нас нет такого опыта. Подобно тому, как если взять что-либо материальное, допустим, машину. Машина снабжена всем необходимым, но все-таки машина не может двигаться сама по себе. Должен быть водитель. И водитель — это живая сила. Поэтому изначальный источник всего должен быть живой силой. Это заключение Бхагаватам. И что это за живая сила? Это означает, что он знает все. Подобно тому, как опытный механик, он знает все. Когда машина ломается, он может определить, почему заглох мотор. Итак, он подтянет какую-нибудь гайку, и машина снова будет работать. Поэтому в Бхагаватам говорится, что изначальный источник всего знает все. Прямо и косвенно. Он настолько опытен. Подобно тому, как я творец этого тела. Я живая душа. Я создал это тело таким, каким хотел, благодаря своей энергии, в соответствии со своими желаниями. Я произвел это тело. Но хотя я заявляю, что создал это тело, я не знаю, как оно работает. Это мне неизвестно. Я стригу свои волосы, но я не знаю, как они снова вырастают. Я подрезаю свои ногти, но не знаю, что происходит внутри. Почему после того, как я обрезаю волосы и ногти, они снова вырастают? Также я не знаю, что происходит, когда я ем. Я знаю, что пища преобразуется в различные виды секреций в моем желудке. И эти секреции распространяются по телу. Об этом я узнал от врача из медицинских книг, но что касается меня самого, я не знаю, как это, как моя пища преобразуется в кровь, как кровь переносится в различные части моего тела. И так я вновь получаю энергию. В действительности я не знаю. Но Верховная Личность Бога знает, прямо и косвенно, как работает это материальное космическое проявление. Он знает все. Он знает, как поднимается солнце, как восходит луна. Он знает, как океаны остаются в одном месте. Они растекаются по всей Земле. Такой большой океан. Он может немедленно затопить любой город, любую землю в одну секунду. Но такого не происходит. То есть существует некое управление. Поэтому Бхагаватам говорит, что изначальный источник всего обладает сознанием. Он
сознательно управляет всем. Абигья означает полностью осознающий. И затем может возникнуть вопрос, откуда он получил это знание? Он источник. Поскольку у нас есть представление о том, что любое живое существо получает знание от других. Как мы получили знания от нашего духовного учителя. Мои ученики получают знания от меня. То есть знание дается кем-то. Оно имеет источник. Но если Верховная Личность Бога является источником, как Он получил это знание о сотворении и поддержании? Ответ — сварат. Он не получил это знание от кого-то еще. Он самодостаточен в вопросе знания. Такова природа Бога. Ему не нужно получать знания от кого-то выше Него, поскольку никто не может быть выше Бога, и никто не может быть равен Богу. Асамаурдва. Нет никого, кто был бы равен Ему, и нет никого, кто бы превзошел Его в величии. У нас есть опыт того, что первое живое существо в этой Вселенной — это Господь Брахма. И Он также получил знание без чьей-либо помощи, поскольку Он первое живое существо. Других живых существ в то время не было. Как же Он получил знания? Означает ли это, что изначальный источник всего — это Господь Брахма? Люди могут задать этот вопрос, но Бхагаватам говорит «нет». Он изначальный учитель этой Вселенной. Это правильно. Но Он также созданное существо, поскольку космическое проявление было создано Верховным Богом. После этого творения был создан Брахма. Поэтому Он сотворенное существо, появившееся после космического проявления. И поскольку Верховный Господь — Творец, Он не является одним из сотворенных существ. Он творит, но Он сам не сотворен. Однако Брахма сотворен. Поэтому Он получает знание у Верховного Творца, который является независимым. Метод такой. Мы обращаемся к духовному учителю, чтобы получить знание. Но до Брахмы не было никакого видимого живого существа. Как же он получил знания? Ответ таков. Адикавья. Первое сотворенное живое существо Брахма получил знание из сердца. Это означает, что Кришна, Васудева, Верховный Господь, находится в сердце каждого. Он находится также и в сердце Брахмы. Он находится в вашем сердце, в моем сердце. И здесь используется слово «хрида». «Хрида» означает «сердце». Итак, он может любому давать знания из сердца. Но почему мы не знаем о нем? Теоретически мы знаем.
Но практически, в нашем обусловленном состоянии, мы не можем понять, как Он направляет нас, но Он направляет нас, это факт. Брахма — необычное живое существо, поэтому он мог получать указания от Верховного Господа из сердца. И мы тоже можем получать знания таким путем, как Брахма, но только когда достигнем такого же уровня. Брахма явился, чтобы служить Господу, чтобы выполнять желания Господа. Подобно тому, как мы нанимаем плотника и просим его сделать для нас шкаф. Я даю ему все необходимое, инструменты, зарплату, и он делает шкаф. Подобным образом Бог создал все необходимое, а также строителя. А Брахма создал эту Вселенную. Но он не является изначальным Творцом. Изначальный Творец — это Кришна. Поэтому изначальным владыкой также является Кришна, поскольку он создал составляющие творения, материалы. В действительности, когда мы что-то создаем, мы не можем произвести самих составляющих. Предположим, мы строим очень высокий небоскреб, но материалы, а именно земля, камни, дерево, железо, компоненты этого дома, их мы не можем создать. Их творит Бог. Мы просто преобразуем это. Мы выкапываем землю, песок, смешиваем это с водой. Вода создана Богом, земля создана Богом. Затем мы смешиваем их и делаем что-то вроде кирпича. И помещаем его в огонь. Огонь тоже был создан Богом. Таким образом, если мы досконально изучим компоненты и материалы, которые используем, то поймем, что это не наше творение. Все это создано Богом. Мы просто это используем. И поскольку мы всего лишь используем их, это не становится нашей собственностью. Это здравый смысл. Предположим, я рабочий, и я использую какие-то материалы для того, чтобы что-то сделать. Это не значит, что когда я произвожу какую-то вещь, она становится моей собственностью. Нет. Как такое может быть? Поэтому философия такова, что все принадлежит Кришне, Богу. Я также принадлежу Ему. И что бы я ни производил, это также принадлежит Ему. Когда мы понимаем, что все, включая нас самих, принадлежит Богу, это признак разума. Мой разум также принадлежит Богу. Ингредиенты или физические элементы, с которыми мы работаем, это также принадлежит Богу. Тогда как же можно заявлять, что я владелец? Это не что иное, как иллюзия. И это движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы возродить изначальное сознание человеческого общества. Поскольку в животном мире у кошек и собак не может развиться такое сознание. Они находятся на низшей стадии сознания, и они настолько глупы, что не способны понять
то, что выходит за рамки их тела. Животное считает себя определенным типом тела. Собака думает, что ее тело — это она сама. У нее нет никакого другого понимания. Но человек может понять, что он не тело. Он лишь действует с помощью этого тела. Например, я двигаю своей рукой, но это не означает, что я рука. Я использую ноги для ходьбы, но это не означает, что я нога. Я действую при помощи рук и ног. Это инструменты. Поэтому инструменты не являются мною. Только человек может обрести это знание. Собака или кошка не может этого понять. Поэтому заключение таково, что это знание называется гьяна. Гьяна — это тот, кто знает, что я не тело. У животных нет знания о том, что они не являются телами. Но человек, благодаря развитию знания, анализируя, являюсь ли я этим телом или нет, являюсь ли этой рукой, этой ногой или этой головой. Таким образом, с помощью аналитического изучения мы можем прийти к выводу, что я не тело. Я меняю тела. Поэтому я вечен. Тело временно. Я оставляю одно тело, принимаю другое. Таким образом, в нынешнем состоянии я обусловлен. И в уме возникает вопрос, как же я попал в это обусловленное состояние? Почему я меняю это тело на другое? Почему, если я вечен, я это тоже могу понять. Я сменил столько тел, но я знаю, что у меня было детское тело, юношеское тело, и его уже нет, но я существую. Поэтому заключение должно быть таким. Я вечен, но тело не вечно. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Деха значит тело. Оно антаванта, недолговечно. В определенный момент ему придет конец. Но владелец тела, живая душа, является вечной. Это очень хорошо объясняется в Бхагавад-гите и других ведических писаниях. Мы стараемся дать эти ведические писания человеческому обществу, которое еще не знает об этом огромном сокровище ведической литературы. Поэтому мы переводим все эти авторитетные писания на английский язык. У нас есть уже около 2 десятков книг, и маленьких, и больших. Эта книга одна из частей Шримад Бхагаватам. Это первая часть первой песни. И будет 60 таких же томов.
Полная библиотека литературы Бхагаваты. Мы уже закончили почти 20. Если Кришна позволит, то мы закончим также и остальные 40 томов. Итак, это движение сознания Кришны не сентиментальная, религиозная вера. Это истинный долг человеческого общества. Из-за недостатка этого знания, сознания Кришны, в мире царит хаос. Люди не знают, как привести все в порядок. Они заняты тем, что стремятся к материальному комфорту. Как я уже объяснил, материальные удобства также нужны для поддержания тела. Но это не означает, что мы должны забыть о нашем истинном предназначении. Например, я пользуюсь машиной. Но это не означает, что мое главное занятие — поддерживать машину в хорошем состоянии. Это одно из моих занятий, но мое главное занятие — жить. Подобным образом, живое существо получило этот механизм, который подобен машине. И эта машина — средство передвижения. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Это утверждается в Бхагавад-гите. Это тело, подобно машине. Существует водитель. Есть также владелец машины. Владелец машины дает указания водителю. Поезжай туда, поезжай сюда. И водитель ведет. Подобным образом, в этой машине, машине тела, находятся две души. Одну называют сверхдушой, высшей душой, или истинным владельцем, а другую — индивидуальной душой. Они находятся вместе. И сверхдуша, Параматма, дает указание водителю: поезжай туда или сюда. Янтра — это машина, средство передвижения. Это тело в точности подобно механическому средству, средству передвижения или машине. Я сижу в нем, и эта машина переносит меня по указанию сверхдуши. Итак, в действительности я беспомощен. Но это не значит, беспомощность не значит, что у меня нет ответственности. У меня есть ответственность. Я принял это тело, находясь в иллюзии того, что я буду счастлив. И таким образом, если мы изучим Шримад Бхагаватам, мы получим истинное знание о своем положении. И тогда мы сможем изменить свое ошибочное представление о нашей жизни. И тогда в обществе настанет совершенный мир и порядок.